После пятничного намаза сегодня Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики, вызвал меня к себе и поручил мне. Я видел обращение женщины из Дагестана. Узнай, что к чему, что это вообще. Вот смотрите, девушка, 14 лет даже не исполнила, 13-летняя девушка, пожалуйста, Малика. Малика? Да. Малик, я с матерью разговаривал, пожалуйста, расскажи мне, пожалуйста, как вообще эта затея замужеством у вас возникла с матерью? Ну, возникла. Как? Мама просто говорит то, что Мухаммад, этот человек, ищет себе вторую жену. Хотела бы ты выйти замуж? Я говорю, сейчас нет, через год, если когда 15 будет, я бы вышла замуж. И мама на этом как бы зациклилась, настаивала, я уже отказать тоже не смогла. Согласилась. А до этого с этим Мухаммадом ты была знакома вообще? Лично нет. Сама дочка не виновата, она ребенок, виновата мать, виноват опекун, который, когда он узнал, что родственница попала, можно сказать, в такую беду, вместо того, чтобы поехать, посмотреть, что к чему, короче говоря, наоборот, поехал и отказался от опекунства. Представьте, вы представляете себе, опекун отказался от своей родственницы. Я опять задаю вопрос, да, действительно, куда вы смотрим? Нам, конечно, легче, сидеть на диване и говорить, что творится, она наша сестра, куда мы смотрим, 3-е, 10-е, короче говоря. Да, действительно, куда мы смотрим, куда мы катимся, если мы не знаем, как поступает с нашими сестрами. Какая разница, она твоя родная или не родная, она наша сестра, мусульманка. Малика, скажи, пожалуйста, ты узнала, что вот убитые, вот эти ваххабиты, короче говоря, что ты сделала? Изначально я увидела то, что в интернете это случилось, я поехала к его знакомому Саиду. Смотри, как ты додумал, чтобы ты после этих событий поехала к знакомому уже? За недолго до этого случая у нас с Мухаммадом разговор был, он мне говорит, типа, если что-то случится, говорит, услышь, там, происшествия случились, там, с терроризмом связано, то езжай, говорит, к моему, пациент его был, как я знаю, пациент, он мне адрес дал, то поезжай, говорит, сразу к нему, говорит, на связи, говорит, вообще, говорит, ни с кем не выходи. Я, когда услышала об этом происшествии, сразу вспомнила его слова, вызвала такси, собрала все необходимые вещи и поехала туда, к нему домой. Это к другу своего мужа? Да. Пациент. Ни мать, никто с тобой не связывался? Нет, вообще. Узнал, что вот здесь чуть-чуть ситуация не та, которую распространяют. Ее никто не тронул. Вы прекратите. Не распространяйте того, чего нет. И узнав, какая картина на самом деле, и что даже вот руководство Чеченской Республики, мы благодарны Рамзану Ахматовичу, что он сразу отреагировал, сразу. Я обратился к матери, ее матери, вот позвонил. Нет, я не поеду. Кто-то ее накрутил. Накрутилась, она, оказывается, была на связи с этим пресловутым комитетом против пыток. Сегодня эта девочка, она улыбается, смеется. Я житель Дагестана, мы все по национальности чеченцы. Честное слово, нам крайне неудобно перед Рамзаном Ахматовичем, перед руководством Чеченской Республики, перед жителями Чеченской Республики, когда наши соседи, они нам ближе, чем вам. Мы живем, да, то есть рядышком живем мы. Ради Аллаха, пожалуйста, для начала, с небольшим терпением запаситесь, посмотрите, изучите материал, прежде чем делать обращение в адрес уважаемых людей, в адрес серьезных руководителей государства нашего, прежде чем делать какие огульные заявления. Пожалуйста, разберитесь в ситуации. Это недостойно молодого горца. Вот мы видим уже не первый раз, как вы по поручению Рамзана Ахматовича беретесь за дело и без эмоций, без каких-либо лишних огульных обвинений в чей-то адрес, четко, детально разбираетесь в ситуации. В итоге те, кто пришли с вами разбираться в какой-то ситуации, вот живой пример, в итоге вы становитесь друзьями, с единомышленниками, соратниками. Хвала Всевышнему, что именно благодаря поручению Рамзана Ахматовича, благодаря тому, что он увидел это, поручил, чтобы в этом разобрались, мы самое главное, ребенок
будет у своего родителя, матери. Но, к сожалению, я еще раз повторюсь, есть большие вопросы именно к матери. Куда она смотрела, что она вообще хотела этим. Я вот ролик смотрел, потом при разговоре с Гульнарой, я говорю, вот вы сказали в ролике, вот я уже 3 месяца якобы не знаю ничего о своей дочери. А всего сколько месяцев? 8 месяцев. И по словам Малики мы знаем, что вот якобы эти замужества 5 месяцев, только первый месяц она была на связи. Первый месяц, 1,5 года. Как это получается, да? 8 месяцев, только месяц она была на связи с дочкой. Кажется, не 3 месяца, а 7 месяцев она не знала ничего о своем ребенке. И вдруг стало, как говорится, ну это мы знаем, многие откуда растут, короче говоря. Да. И поэтому я ей тоже задал вопрос. Я говорю, как это получается, когда уже дочку нашли, а после этого правоохранительным органам, спецслужбам надо свои, как говорится, мероприятия провести. Да, Малику тоже можно сказать, Малик, тебя же там допрашивали, и как вот задавали вопросы, как я там, кто был мучим, он занимался, 3-10. Задавали же? Вот, это обычный процесс, это практика. Да. Вот. Я так и написал. Вот. Это обычная практика. Почему? Потому что ей грозило, вот я после мы чуть-чуть там поговорим, ей грозила опасность. Ей грозила опасность. Ты для себя выводы делаешь. Тебе Всевышний жизнь дала 1 раз. Всевышний дал 1 раз жизнь. Ты увидев, твоя мать как отнеслась к тебе, да? Это можно сказки рассказывать в социальных сетях, ролики записывать, обвинять всех в округе, но не себя. Вот твоя мать обвиняет всех, но не себя. Она первая виновата. У меня вопросов к Чеченской Республике нету, руководству. У меня вопросы к твоей матери есть. Как это можно по телефону сказать, я отправляю дочку тебе? Тот, который дядька живет, который за 2 дома, узнав, что она якобы была так называемой женой террориста, он быстро задним числом отказался от опекунства от нее. От имени Совета старейшин хочу выразить большую благодарность, большое баркалла хочу сказать главе Чеченской Республики, Мухаммад Хаджи, вам тоже, потому что то, что вы сделали, то, что вы делаете, мы все это осознаем, мы знаем. Дай Аллах, чтобы вам за все это воздастся. Джазак Аллаху хайр. Я хочу сказать большое вам спасибо за гостеприимство, за вашу оперативную работу, что пока мы печатали сообщение, вы за это время вы ее нашли, помогли. Наша обязанность защищать права детей, и как это возможно, мы это делаем. Спасибо вам большое, надеюсь, что все у нас будет хорошо, и наша девочка нас не подведет. Большая просьба, чтобы вы со своей стороны, как уполномоченные по правам там ребенка, присмотрели за Маликой, за семьей, за матерью. Ну, скорее всего, надо будет комиссионно выехать, посмотреть условия проживания. А Малика, ты маленькая девочка, да. Я еще раз говорю, вина в этом всем прежде всего ляжется на матери. Но ее винить мы тоже, как говорится, как мусульмане не можем. Может, я не знаю, были какие-нибудь там причины там. Не можем же мы говорить, чтобы все люди были одинаково умными или подход у них был какой-нибудь. Ну, наше дело, дело властей, дело старейшин, дело общественников, чтобы вот такое среди нашего общества не происходило. И разницы нету, это там, это здесь, это Дагестан, Ингушетия, Чечня. Мы небольшие народы, мы небольшие республики. Мы должны прежде всего сохранить гармонию между нашими народами. И я надеюсь, иншаллах, у нас это все получится. Я была у приятеля своего мужа Саида. Ну, после этого происшествия, что произошло 13 октября, я поехала к нему. Мне муж сказал то, что если в городе произойдут какие-то происшествия, связанные там с терактами, терроризмом, такие вещи, то сразу иди к нему.
Я сказала то, что меня отправил к вам мой муж. Сказал, если что-то случится, то вы, как его приятель, сможете меня приютить. Он ко мне как к дочери относился, можно сказать. У него дочка была. Я вот с его дочкой там общалась постоянно, гуляла иногда с ней вечером, выходили, мы с ней гуляли с ней. Так. Ну, я как о второй семье, можно сказать, с ним была. Он приютил меня, очень хорошо относился. Саид мне говорил то, что типа про тебя, говорит, видео там снимают, то, что меня избивают, мучают. Я удивилась, я у него дома нахожусь, как меня могут избивать.